обеспечение участия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, а некоммерческие организации, выражающие интерес субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществление государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства для решения определенного круга задач или для проведения конкретных мероприятий. Повышение роли субъектов малого и среднего предпринимательства, социально-экономического развития города, привлечение к выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, для исследования обобщения проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, защиты их законных прав и интересов органов государственной власти в области органов местного самоуправления. Также в соответствии с статьей 8 принцип обеспечения конкуренции, статье 24 способы определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей федерального закона номер 44 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг, администрации муниципального образования проводит торги для организации свободной конкуренции между участниками рынка. Администрация МАГАСа, необходимо отметить, это первое муниципальное образование, которое у нас утвердило план сценария торговых объектов, разместила на сайте и разработал порядок по передаче. Но вам необходимо его доработать. У вас там в соответствии с этим положением побеждает тот, кто первый пришел. То есть этого не должно. Кто первый прибежал, это неправильно. Необходимо также внешний облик, какие-то критерии установить внешнему облику, что там будет, и какие там услуги будут оказываться, может, срока работы, или график работы, ну и так далее. Критерии можно определять разные. То есть, тот, кто первый пришел, немного неправильно. То есть это не конкурентный вид передачи. Четвертым антимонопольным пакетом в 2016 году в начале были внесены изменения. Ввиду того, что у нас застройщики, либо даже если это там, собственник земельного участка, либо это коммерческое строительство, зачастую они сталкивались с злоупотреблением на местах, то, что муниципальное образование, либо субъект, который уполномочен это, не выдавал разрешение на строительство, либо затягивал сроки, ввиду этого там затягивал срок сдачи объекта, это штрафные санкции дополнительные и так далее. У нас в этом году также есть там поручение центрального аппарата рассказать об этом, какие есть права у застройщиков, какие обязанности лежат на органы власти, которые уполномочены на выдачу таких разрешительных документов, и чтобы мы, хоссубъекты знали свои права, а муниципальное образование, органы власти не нарушали. Это вот слово Юлоева Рамзана Ваховича, заместителя руководителя Южской власти. Слава алейкум. Презентация не будет. Экран презентации не будет. Мы с вами решили рассказать предпринимателям, также заказчикам, это муниципальным органам власти субъекта, порядок обжалования по статье 18.1 Федерального закона о защите конкуренции, которая очень мало известна в нашей республике. Хотел бы привести статистику. В прошлом году у нас обжаловано в соответствии с федеральным законом 44 закупки 270 жалоб поступило, а по статье 18.1 поступило порядка 10 жалоб. Это мы поэтому хотели вам рассказать, что обжалуется в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона о защите конкуренции и что регулируется рассмотрением антимонопольным органом. На нарушение, что обжалуется? Действия юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии. Хотел бы отметить, что действия юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки и конкурсной аукционной комиссии — это не федеральный закон 44, а это действия при организации проведения торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведенные которых являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны, даже если они признаны состоявшимися. Это торги по продаже земельных участков, по банкротству, также по федеральному закону 223 о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Это организации, которые должны проводить торги, у которых в доле находится более 50% доли
столь вот, акции находятся у государства, они обязательно должны проводить торги. Вот в нашей республике такие организации, некоторые вот озвучу, это «Газпром» газораспределение Назрань, «Газпром» Межрегионгаз, Россельхозбанк, и раньше были МУПы и ГУПы, но с января 2017 года вступили изменения, и ГУПы и МУПы сейчас должны руководствоваться федеральным законом 44, и как и другие органы власти и муниципалы, они должны разрабатывать планы, графики и должны проводить торги в соответствии с 44 законом. Но у нас вот на настоящий момент, вот по нашему мониторингу, ГУПы, МУПы очень мало разработали планы, графики и размещают торги в соответствии с 44-м. Как отметил руководитель управления, это, наверное, вот низкий уровень специалистов, которые работают в данных организациях. Зачастую они к нам обращаются и даже не знают, как размещать, что им делать. И вот мы, конечно, в соответствии с законом даем им какие-то разъяснения. Касательно обжалования торгов по проведению, по аренде и продаже земельных участков. Вот в прошлом году у нас поступило 6 жалоб именно по обжалованию таких действий органов власти и органов местного самоуправления. Нами рассмотрены данные жалобы и выданы предписания. Это Министерство имущественных отношений, также органы, муниципальные органы власти. Какие нарушения были допущены данными организаторами торгов? Это извещения не размещены сведения в соответствии с земельным кодексом. Соответственно, при рассмотрении жалоб нами это было установлено, и мы дали предписание провести торги в соответствии с действующим законодательством. У нас в этом году, как отметил Петр Бескланович, вступили поправки в закон с января 2016 года по короткой процедуре статьи 18.1 Федерального закона о защите конкуренции. Федеральной антимонопольной службы и ее территориальным органам рассматриваются жалобы на нарушение осуществления процедур, включенных в исчерпывающий перечень в сферах строительства. В частности, это на акты действия, бездействия уполномоченных в строительстве органов власти и организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей. В соответствии с постановлением от 30.04.2014 года номер 403 утвержден исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, который включал в себя по состоянию на 2016 год 134 процедуры, необходимые на всех этапах реализации проекта жилищного строительства в целях эффективного развития конкуренции. В 2017 году из исчерпывающего перечня были исключены 14 дублирующих процедур, связанных с подключением технологическим присоединением объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, заключением договоров водоотведения и подписанием соответствующих актов о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключения объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Это такие действия органов власти и органов местного управления можно обжаловать в соответствии в порядке статьи 18.1 Федерального закона о защите конкуренции. У нас хотел бы уточнить, что акты и действия, бездействия уполномоченного органа организации, осуществляющих эксплуатацию сетей, могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, так как жалобы физических лиц с января 2016 года антимонопольный орган не может рассматривать. Виды обжалуемых действий – это незаконный отказ в приеме документов заявления, предъявление излишних требований, не установленных законом, или иные нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации.
нарушение срока осуществления процедуры, включенного в исчерпывающий перечень, требования осуществить процедуру, не предусмотренные исчерпывающим перечнем. Реестр. Минстрой ведет реестр описания процедур, включенных в исчерпывающий перечень, которые содержат в том числе описание случаев, которые требуется проведения торгов, перечень документов, которые заявитель обязан предоставить для проведения процедуры, основания для отказа в принятии заявлений, требуемых документов для проведения процедуры, основания для приостановления проведения процедуры, основания для отказа в выдаче заключения, основания для непредоставления разрешения, срок проведения процедуры, форму подачи заявителям документов, сведения органа и организации, осуществляющие проведение процедуры и другие действия. Хотел бы отметить, что сроки обжалования не позднее, чем в течение 3 месяцев со дня принятия акта совершения действия уполномоченного органа или организации, осуществляющих эксплуатацию сетей. Рассмотрение жалобы. Антимонопольный орган должен рассмотреть жалобу в течение 7 рабочих дней со дня ее поступления. Направление решения сторонам в течение 3 рабочих дней. Антимонопольный орган принимает решение о законности или незаконности действия организации, осуществляющих эксплуатацию сетей или уполномоченного органа. В случае, если выявляет нарушение, выдает предписание и в течение 3 рабочих дней направляет предписание и решение для устранения нарушения. Также хотел бы отметить этапы административной процедуры. Первый этап – это предварительное рассмотрение жалобы на предмет соответствия статьи 18 Закона о защите конкуренции. Для предпринимателя очень важный момент, чтобы жалоба соответствовала статье 18.1. Если антимонопольный орган проверяет соответствие, в случае, если жалоба не соответствует, мы возвращаем данную жалобу. Но при этом указанный срок, если данный срок не прошел, предприниматель имеет право привести в соответствие данную жалобу и направить повторно. Второй этап – определение подведомственности. Подведомственность – это где находится организатор торгов или организация эксплуатирующих сетей. Это в случае, если данная организация осуществляет деятельность на территории Республики Ингушетия, мы рассматриваем, Ингушскую ФАС рассматривает жалобу. В случае, если организатор торгов находится на территории других регионов, мы направляем по подведомственности в течение суток. Третий этап. Данная жалоба размещается на сайте антимонопольного органа. У нас официальный сайт, и мы там размещаем и направляем. Мы также направляем уведомление заявителю о месте и времени рассмотрения жалобы. Заявитель имеет право присутствовать, также направить ходатайство о рассмотрении жалобы в отсутствие. Но у нас практика такая, что заявитель направляет жалобу и не приходит на рассмотрение. И комиссии, конечно, очень данный момент затрудняет принятие решения, так как мы когда рассматриваем в жалобе, бывает указано там половина доводов, и какие права нарушены, как они нарушены, мы не можем спросить у заявителя, так как он не присутствует. И хотели бы отметить, что присутствие на рассмотрение это в пользу заявителя. Четвертый этап это рассмотрение по существу. Антимонопольный орган рассматривает жалобу и, как я ранее сказал, в случае, если выявляет нарушение, направляет предписание и решение об устранении нарушения. Решение и предписание принимается комиссией управления. У нас есть комиссия, утвержденная приказом в составе не менее 50% общего числа членов, но не менее 3 человек. И данная комиссия расписывается решение и предписание. И, соответственно, данное решение у нас комиссионное. Административная ответственность очень важный момент для
организаторов торгов и для организаций, которые эксплуатируют сети, это у нас для должностных лиц органов власти статья 14.9.1 КоАП РФ предупреждение или административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч. И повторное нарушение – это административный штраф от 30 до 5 тысяч рублей, либо дисквалификация до 2 лет от занимаемой должности. У нас вот самое нашей республики, наверное, это самое строгое наказание – это дисквалификация со сроком до 2 лет от занимаемой должности. Данное должностное лицо в течение 2 лет не может занимать руководящую должность в течение 2 лет. Это мы направляем протокол в суд, и суд решает там, от 6 месяцев до 2 лет может дисквалифицировать. Сейчас, для субъекта, естественно, монополии, это у нас организации, которые эксплуатируют сети, это «Газпром газораспределение», МРСК и также «Водоканал». Это статья административный штраф на должностных лиц от 10 до 40 тысяч, повторное нарушение от 40 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация до 3 лет. Также на юридическое лицо накладывается штраф от 100 до 500 тысяч. Повторное нарушение приводит к штрафу от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. У меня все, я слушаю. К субъектам, естественно, монополии, если коротко вернуться, то хотел бы сказать, что по «Газпрому» мы возбудили, более 9 дел мы возбудили. Мы выявили о том, что незаконно этот «Газпром» начислял около 17 миллионов рублей нашим предпринимателям. Вынесли по ним решение, пошли в суд. И один из заявителей, который к нам пришел, он в суде, видимо, где-то договорился с «Газпромом», и в суде говорит, на вопрос судьи: у вас есть претензии? «Газпром» он говорит: нет, у меня нет претензий. Это приводит к тому, что мы создаем прецедент. Конечно, прецедентного права у нас нет, но есть правоприменение. И когда мы идем в суд, вот пошли в суд сейчас, в апелляцию, на 2 решения уже отменили. То есть, если, когда предприниматель идет за защитой своих прав, если он от них потом отказывается, ладно, он несет там нам какие-то ущербы, убытки, но он также и причиняет убытки своим, сказать, коллегам. У нас она формируется, практика, и все, дальше она идет. Больше очень сложно потом сломать в Верховном суде. Когда мы выявили эти 17 дел, начали штрафовать высшие должностные лица «Газпрома», тут они показывают документы, друг на друга начали валить. Коротко просто расскажу эту историю. Я не виноват, он виноват, и так далее, и так далее. И мы там выявили то, что на 199 миллионов рублей, да, также незаконное начисление. Но почему-то наши предприниматели не хотят себя защищать. Но по последним, получается, вступившим в силу уже апелляции, мы, конечно, обжалуем и в кассации, и в надзоре обжалуем эти решения. Получается, что ФАС не имеет права защищать наших предпринимателей. То есть суд это говорит, что это гражданско-правовые отношения. Если мне не нравится, как начислили, иди в суд, доказывай в суде. Но в суд мы не ходим, предприниматели не ходят, сами себе душат. Электросети то же самое. Если низкое качество оказанных услуг, нужно добиваться. Если мы будем говорить, что это предприниматели имеют в виду, что нас все это устраивает, улучшения качества не будет. Надо говорить, что нас это не устраивает. Мы бизнес ведем не ради вас, а для того, чтобы там себя прокормить. У вас есть работа там в монополию и не маленькие зарплаты. Надо требовать свои права. Мы готовы вам всячески в этом помочь. Кроме этого, если ваше нарушение, допустим, статья 10, в чем прелесть этой статьи? Если мы нарушение, вы признали решение своего нарушения монополиста и так далее, то вы имеете подавать, предприниматель, который выиграл этот спор, он имеет подать в суд и взыскать с субъекта, естественно, монополии огромную сумму денег. В принципе, уже такие в стране наши прецеденты есть. Норма это вступила 1,5 года назад в силу. То есть не просто суд выиграть, но еще забрать у него деньги. А когда мы у него будем деньги в качестве штрафа, не только еще штрафа, который мы накладываем, пару миллионов рублей, но еще и такие моральные, да, получается, там, убытки, которые он причинил этому субъекту хозяйствующему и так далее. Если они начнут взыскивать, начнут работать быстрее. Вот «Газпрома», допустим, штрафы уже 28 миллионов. Каждый штраф по 28 миллионов от нас. Если нам суды все это остальные не отменят решение, он получит, в общем, около 300 миллионов рублей штрафов. А зачем к этому приводить? В том числе там есть нарушение незначительное, начисление 3000 рублей, 3000 рублей. За это получил штраф 28 миллионов.
Но предпринимать необходимо научиться защищать свои права. И я прервал Мурат, я не дал слово ему, это моя ошибка сначала, конечно. Смотрю, уполномоченный по защите прав предпринимателей, это Центр защиты предпринимательства в нашей республике. Тогда слово ему, Хамхан Мураду Дмитриевичу. Спасибо. Мне очень интересно было послушать, что скажут другие. И вот прежде чем я начну говорить о работе аппарата уполномоченного, я бы хотел обратить внимание на несколько моментов. В частности, вот Батыр Бесланович говорит, мы сами себя, предприниматели, не защищаем. Ну, то, что у нас на бытовом уровне, да, в нас вытирают ноги эти монопольные службы, да, монополисты, МРСК, Газпром, это, наверное, ни для кого не секрет. Но вы наиболее продвинутая часть нашего общества, если вы сами себя не хотите защищать. Вот у нас присутствует уважаемый человек, которого обижают сильно, да, кафе, значит, как только люди приходят, садятся, в это время выключается свет, и он не может обслуживать. Если один-два раза это случается, люди обычно заходить в такое место не хотят, наносит его предприятию большой ущерб. В этом он заявил. Но когда попросил, чтобы он написал бумагу, не захотел писать. Может быть, потому что 50 на 50 там работа идет, то тогда, конечно, вы не сможете заявить. Но я думаю, во-первых, 50 на 50 надо бросить, да, Хармандес, все равно за это кто-то должен заплатить. Все равно кто-то заплатит, с кого-то все равно снимут эти деньги. Вы слово возьмете. А надо писать, надо подавать, тем более у нас принципиальный руководитель антимонопольной службы, принципиальный, достаточно принципиально. Мы относимся к вопросам, да, мы получаем поддержку в лице администрации главы, мы не могли бы работать по-другому, прокуратуры республики, этой же антимонопольной службы. Надо проучить 1-2 раза. Когда я об этом стал говорить другому предпринимателю, его здесь нет в зале, он говорит, да у нас ничего не поменяется. Конечно, ничего не поменяется. Я говорю, но в других же регионах нет того бардака, такого отношения, вот такой подачи газа и света нет же? Он говорит, нет. Но есть в той же Волгоградской области, где ты до этого работал, где было нормально, да? Даже когда была разруха. Нет? А почему у нас это есть? Да потому что мы за это не спрашиваем. Вот когда начнут наказывать, когда в судах они начнут платить, здесь все поменяется. А так, конечно, в целом, если взять ситуацию с кадрами, она и в стране не очень хорошая у нас. И я бы сказал, что она, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, может быть, таких крупных городов, значительно хуже, чем у нас. Значительно хуже. Если взять рост мировой экономики за последние 26 лет, то он составляет 148%. Удивитесь, когда узнаете цифру по России. Мы выросли аж на 13%. И это отставание нарастает. А все это делают люди. Это делают люди. Вернее, некомпетентность тех, кто должен обеспечивать. Ну, а, конечно, если взять нашу республику с 93-го года, мы как минимум 20 раз выросли по объему, если номинальных цифрах взять. Так у нас, в принципе, неплохая цифра. Плохо, конечно, то, что у нас часто меняются люди, они не успевают освоить работу, и, значит, поэтому как бы, мы немножко в этом плане проигрываем. А так вот я бы обратился к присутствующим с муниципальных образований работникам, да, очень важно было бы в каждом муниципальном образовании, в каждом населенном пункте разработать дорожные карты, которые должны, конечно, разработаны быть на основании стратегии, и на ближайшие 25-30 лет определить, значит, перечень объектов, которые необходимо построить. И не надо говорить, что нет денег. Деньги все равно когда-нибудь появятся. Будут ли это бюджетные деньги или частные инвестиции будут. Мы не должны разрешать строить, что попало. Несмотря на то, что это рынок, это не рынок, это какой-то дикий рынок. Это не цивилизованный рынок, то, что у нас сегодня есть. Надо строить то, что нужно нашей республике. У нас мало земель. Мы не можем позволять застраивать, чем попало наши земли. Потом это проблема. Если предприниматель построил не тот объект, то последствия очень серьезные бывают. Он не получает прибыли, соответственно, у нас влазят долги, может быть, кредиты, может, у кого-то занял, свои деньги последние потратил. Да? Поэтому, когда мы
предлагаем построить востребованный, нужный республике объект, то тем самым мы помогаем предпринимателю и нашему народу, тоже помогаем нашей республике. Сейчас, если вы позволите, я кратко остановлюсь на работе, которую выполняет аппарат уполномоченного. За весь период деятельности аппарат уполномоченного поступило 714 обращений жалоб от субъектов предпринимательства. И по сравнению с предыдущим годом, в 2016 году, наблюдается увеличение количества обращений на 33,5%. И в 2015 также был зафиксирован рост количества обращений относительно предыдущего года на 23,6%. Непосредственно жалобы делятся в основном на два вида. На действие, бездействие органов государственной власти при предоставлении государственных услуг и на действие, бездействие органов муниципальной власти при предоставлении муниципальных услуг. Все обращения предпринимателей нами рассмотрены в установленном порядке. По вопросам, касающимся юридической и информационной консультации, предпринимателям оказана помощь и даны необходимые разъяснения. За 2016 год увеличилось число предпринимателей, права которых удалось восстановить на 25% по отношению к 2015 году. В том числе за счет участия представителей уполномоченных судебных инстанций. В конце февраля вступило решение в законную силу по делу, в котором принимает участие представитель уполномоченного. И по нему прошло только 13 судебных заседаний. Я просто рассказываю, это самый такой сложный был вопрос. Большая часть письменных жалоб связана с оказанием различного рода государственной поддержки, субсидий, грантов, льготных кредитов – это 31%, земельными иными имущественными отношениями – 28%, административным правонарушением отношениями – 15% и правоотношений, возникающих в процессе конкурсных процедур – 6%. Немало случаев, когда нам удается восстановить нарушенные права предпринимателей, да, посредством переговоров с руководством органов государственной и муниципальной власти. Следует отметить, что руководители органов организации оказывают государственные и муниципальные услуги в той или иной сфере, а также контрольно-надзорные органы государственной власти с готовностью идут на досудебное урегулирование возникшего спора. Именно в результате такого взаимодействия, благодаря положительному настрою руководителей разобраться с ситуацией, права предпринимателей, нарушенные незаконными решениями полномочий органов, были восстановлены. Я должен отметить, что нами заключено 35 соглашений с органами государственной власти и муниципальными образованиями. При этом в работе как-то с государственными надзорными структурами нам удается проще, если возникает проблема, договориться, объяснить. Гораздо сложнее ситуация с муниципальными образованиями. Некоторые открыто игнорируют права предпринимателей, нарушая при этом закон. Открыто. Большая проблема у нас была с Тульским районом одно время, сейчас там ситуация выровнялась. Теперь у нас проблемы пошли по городу Назрани, по городу Малгобеку, пошли грубо нарушаются права предпринимателей. Я бы хотел отметить, что по количеству побед, размещенных на сайте Федерального аппарата уполномоченных по защите предпринимателей, наша республика заняла 3-е место. Учитывая, что у нас не очень большое количество субъектов предпринимательства, это говорит о достаточно высокой эффективности работы аппарата уполномоченного. При этом мы понимаем, что это все достигнуто за счет той поддержки, которую нам оказывает и антимонопольная служба, прокуратура республики, и в первую очередь, конечно, мы заручились поддержкой администрации главы. В 2016 году аппарат уполномоченного принял участие в 51 различного рода мероприятиях, в той или иной мере способствующих развитию бизнеса республики. Мы уделяем особое внимание состоянию делового климата республики. В постоянном режиме с аппаратом уполномоченного проводится опрос среди бизнес-сообщества с целью выявления факторов, оказывающих негативное влияние на деловой климат региона. Я не вижу здесь на столе у нас... Вы раздали эти наши опросные листы? А что вы сеете? Значит, с мая 2016 года по сегодняшний день нами опрошено порядка 200 предпринимателей. По предварительным итогам 3 основные проблемы предпринимателей республики, по мнению опрошенных, это: первое, отсутствие доступа к долгосрочным дешевым кредитным ресурсам, это 18,7%. Низкая эффективность программ поддержки предпринимателей республики, 17,3%. Рост налоговой нагрузки на бизнес в связи с переходом к взиманию налога на имущество от кадастровой стоимости, 13%. Вот эти 3 главных, скажем, проблемы, которые обозначены. Сегодня вот вам сейчас раздают анкеты. Я попрошу вас всех их заполнить, потому что это очень важно знать, что считает главной проблемой предпринимателей, чтобы мы могли ориентировать в своей работе, обращать особое внимание на те проблемы, которые у вас сегодня
мучает. Хотя в целом, конечно, мы об этом знаем. Также аппарат уполномочен ведет работу по мониторингу количества проверок субъектов предпринимательской деятельности основными 8 контрольно-надзорными органами власти. Данная мера позволяет выявить динамику количества проверок по отношению к представителям малого бизнеса после вступления в силу федерального закона о 3-летнем моратории на проверки малого бизнеса, введенного с целью упрощения ведения бизнеса и избавить малый бизнес от излишнего административного давления. Запрет это действует до 31.12.2018 года. Однако, согласно того же закона 294 статьи 10, мораторий не распространяется на внеплановые проверки, то есть внеплановые проверки в отношении малых и микропредприятий проводятся без ограничений. Фактически произошло замещение плановых проверок внеплановыми проверками. В связи с введением единого реестра проверок и поручением президента прокуратуре снизить число внеплановых проверок, надзорные органы все чаще подменяют их административным расследованием или используют виды проверок, выведенные из-под действия ФЗ-294, что позволяет не согласовывать такие действия с прокуратурой. Надо отметить, и что сама прокуратура зачастую как бы не совсем правильно действует, не знаю, насколько корректно говорить в адрес прокуратуры, проводит эти внеплановые проверки, которые создают серьезную проблему малому и среднему бизнесу. Помимо прокуратуры, налоговой службы, таможенной службы, по заявлению граждан, административное расследование, рейдовые, постоянный госнадзор проверяет как получатель бюджетных средств в ходе проведения оперативных разыскных действий, следственных действий. Количество этих проверок увеличилось значительно. Хотелось бы, конечно, чтобы эта ситуация поменялась к лучшему. Мало того, растет постоянное количество отчетности, которое требует от малого бизнеса. Она каждый год усложняется. Я уже не говорю о таком конкурентном преимуществе западных предпринимателей по сравнению с нашими, когда западные предприниматели могут получить кредит по 3-4% годовых, а у нас, как вы знаете, даже льготные кредиты сегодня идут 13,5-14% идут. Одним словом, проблем у малого бизнеса хватает. А что касается этих проверок, то они наносят существенный урон малому бизнесу. По оценкам института, малый бизнес теряет 13% доходности. Доходность среднего компании снижается на 0,6%, а крупный бизнес, правда не всегда, но вследствие того, что у них достаточно мощные юридические службы, им удается поглотить все негативные эффекты от проверки и избежать ухудшения экономических показателей. Контрольно-надзорными функциями в России наделены десятки ведомств, если быть точным, 133 организации. Это государственные, муниципальные, региональные. 133. И они проводят в год свыше 2 миллионов проверок. С одной стороны, проверки носят профилактический характер, с другой стороны, всякая проверка отнимает общественные ресурсы, трудовые и финансовые. Из данных института следует, что средняя проверка занимает порядка 13 суток. В ней задействовано как минимум по одному сотруднику, как со стороны проверяющей, так и со стороны проверяемой организации. Это означает, что даже по самым консервативным оценкам занято около 0,2% всего рабочего времени Российской Федерации. А в целом, если взять, все-таки положительный эффект был, он продолжает еще оставаться. Официальные проверки снижены по некоторым ведомствам на 90%, по некоторым ведомствам на 20%. Я веду речь о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 92,3%, комитет по геологии, по экологии и природным ресурсам на 90%, Кавказское управление Ростехнадзора на 71%, управление Россельхознадзора на 61%, Роспотребнадзор на 56% снизил, МЧС на 30%, управление Федеральной налоговой службы на 39,8%, инспекция труда в 2 раза, и инспекция строительного жилищного надзора на 23,1%. По данным СИН России в 2016 году по экономическим статьям возбуждено 240 тысяч дел, а количество осужденных по ним составляет 36 тысяч человек. Более 200 тысяч дел фактически возбуждено необоснованно, что наносит огромный урон экономике государства и бизнесу предпринимателей. Ведь, понимаете, если на руководителя, на главного бухгалтера возбуждено уголовное дело, по существу этот бизнес, он перестает существовать. Зачастую такие уголовные дела возбуждаются для того, чтобы получить конкурентное преимущество, поглотить бизнес, ряд там много таких моментов.
В случаях, когда предприниматели правы, но недостаточно собственных полномочий для восстановления нарушенных прав, мы привлекаем к решению вопросов прокуратуры республики, Федеральную антимонопольную службу в соответствии с соглашением о взаимодействии между аппаратом полномочиями и вышеперечисленными структурами. И надо отметить, всегда находим поддержку вышеназванных органов власти. Так, в апреле текущего года по обращению предпринимателей с жалобой на действия администрации города Магаз в связи с чрезмерным повышением базовой ставки аренды на нежилой фонд муниципального образования, нами было рекомендовано предпринимателям обратиться в Федеральную антимонопольную службу, по результатам рассмотрения которой администрация города Магаз получила предупреждение за соглашение по увеличению базовой ставки аренды. Таких примеров можно привести много. Я не буду занимать ваше время. Доклад окончен. Спасибо за внимание. А так, я вас приглашаю, если ваши права нарушаются, вы можете прийти проконсультироваться. В случае, если мы уверены в том, что успех будет достигнут, ну, конечно, 100% никто не может быть в этом деле уверен, да? Мы рекомендуем написать официальное заявление и начинаем заниматься вашей работой. Немало случаев, когда нам приходится заниматься 3 года одним вопросом приходится заниматься. Вот в частности, был незаконно в Сумском районе снесен магазин, вот мы занимаемся 3 года этим вопросом. Под всяческим предлогом, сейчас решение суда вступило в силу, вот, не возвращает деньги. Хотя незаконно снесли магазин, незаконно. Сами выделили землю и сами же его снесли. У меня все. Барков Мурат Ильич. Очень приятно, что вот у нас снижаются проверки сплошные. У нас в этом году, наверное, знаете, пилотный проект. Проверки будут проводить рискоориентированный подход. В этом году несколько надзорных ведомств приняли его. В следующем году уже хотят ввести его полностью. То есть те, которые не нарушают, их вообще проверять не будут. Те, кто нарушает, их будут нарушать чаще. 2 раза чаще, чем обычно. Далее у нас по программе тогда свободный микрофон для предпринимателей, если кто хочет высказать свою позицию. После этого мы заключим соглашение двухстороннее с Торгово-промышленной палатой Республики Ингушетия. Торговую палату у нас более 300 хозяйствующих субъектов республики объединяет, и очень большой фонд, и мы будем с ними обмениваться информацией активно, в том числе по нарушениям, принимать по ним меры реагирования. И далее у нас будет, черту подведет помощник советника главы Республики Ингушетия Добриев Магомед Заводинович под нашим заседанием. Ну и все. И свободный микрофон, если кто хотел сказать что-нибудь. По электроэнергии хотел бы сказать. Вот эта проблема у нас уже давно, мы не раз ее озвучивали. У нас, мы сегодня не можем судиться с Ингуш МРСК или с Ингуш Энергосбыт. У нас заключен контракт с Ингуш Энерго. Мы говорим, что у нас отключен свет или какие-то нарушения. Они говорят, это не наша вина, это МРСК. А с МРСК у нас никаких договоров нет, они с нами ничего не заключают. И мы в тупике всегда бываем. И ничего не можем сделать с ним. Нет, ну это неправильная отсылка. В любом случае, с кем у нас договор, те вам должны услугу оказывать и ответственно. Мы сколько раз ходили, обращались, они говорят, нет, это проводник. Ну вы нам напишите, мы разберемся, вам ответим. Вообще, ну, допустим, в городе Малгобеке впервые практика у нас в стране была сформирована. Есть решение Верховного суда Российской Федерации. Бытовая техника у собственника сломалась, он эксперта привел, написал, да, действительно, это скачка напряжения, этого хватило для суда, и ему было присуждено 300 с чем-то тысяч рублей. Вот, нас, получается, Малгобек поставил такую практику, такую ввел в нашей стране, что можно за это взыскивать. Есть открытая, простая формула для взыскания, и нужно этим руководствоваться, если нарушено. Действительно у вас получается, если ваши права соблюдаются. В том числе, если горит бытовая техника. Номер дела мы даем, если хотите, нам позвоните, мы вам дадим номер дела. На сайте в Фейсбуке у нас есть соцсеть, там на странице Ингушского ФАС есть этот прецедент, там написано. Еще кто-то хотел? Зухтанов, все-таки ты рискнешь написать бумагу, или там не совсем хорошо с платежами? Дело не в рисках, в принципе, я вот тоже действительно коротко так выскажусь вашим выступлением. Много странно, конечно, слышать доклад, где не говорят, что у нас все хорошо,
в основной массе есть над чем работать. Уже как бы немножко отрадно, что есть хочу такое осознание, что у нас все-таки много проблем в бизнесе, с предпринимательством, с экономикой, с взаимоотношениями между бизнесом и властью. Может, признание уже дальше даст нам как бы возможность идти к более разумным решениям, чтобы вот все-таки мы начали двигаться в сторону правильного понимания, что такое бизнес, какие взаимоотношения должны быть между бизнесом и властью. Я почему так говорю, потому что сегодня взаимоотношения, связанные с взаимодействием бизнеса и власти, мы должны понимать, что это взаимоотношения в рамках каких-то деловых сделок. То есть какие еще могут быть отношения, да, между властью и бизнесом. То есть, скажем так, какой-то государственной структуре надо исполнить какой-то заказ, они, соответственно, ее передают как бы на какие-то тендеры, там еще какие-то механизмы. И там происходят, скажем так, те сделки, на которых выявляется такой факт, что по большому счету вот рынок, скажем так, исполнения этих заказов, в принципе, не то что этих заказов, вообще бизнес как сам по себе в нашей республике поделен на две части. Есть основная масса, это, скажем так, процессы бизнеса, происходящие по заказу госвласти, и небольшая доля, скажем так, частной экономики. То есть частная экономика – это когда какой-то магазин открывается, продуктовый, да, и он как бы взаимодействует с каким-то рекламным агентством там, или еще с кем-то по какому-то поводу. Ну, у нас такая экономика, в основном все деньги в бюджете у нас, и бюджетные деньги осваиваются. И так получается, что, давайте так сразу оговорю, что это мое субъективное мнение, я сейчас не могу ссылаться на какие-то цифры и статистику, но суть в том, что условно экономика поделена на частные, скажем так, взаимоотношения между коммерческими структурами, это 20-30%, условно, и остальные там, от 70 до 80% это взаимоотношения бизнеса и госструктур по исполнению каких-то там заказов. И получается так, что у нас в основном в том, скажем так, в той доле, существенной доле взаимоотношений в основном задействованы постоянные, скажем так, клиенты, которые, скажем так, не всегда рыночным инструментом достигают возможности получения, скажем так, этого заработка. И так получается, что у нас все-таки есть такой замкнутый круг, когда вы говорите, что почему вы не обращаетесь, почему не жалуетесь. Да, не жалуются, не жалуемся. Я лично не то чтобы там не обращался, но как-то так получалось, что даже мне достаточно было немножко публично озвучить, скажем так, свое мнение по поводу каких-то недобросовестных действий, и я какой-то период только и успеваю отбиваться от всяких проверяющих, скажем так. Так что мне не весело бывает, и еще написать там, еще что-то там с юристом возиться. Я занимаюсь малым бизнесом, у меня микро и малый бизнес, да, вот сегодня нанимать юристов, платить юристам, еще тратить время на то, что там головой уходить еще в судебное разбирательство, у меня просто времени нету, поймите правильно. Я не знаю, вот тут присутствует более, скажем так, существенно покрупнее меня предприниматели, вот задайте им вопрос, насколько они часто жалуются, и нужно ли им это жаловаться вообще в принципе. Я думаю, это не нужно. Во-первых, у них есть как бы определенные интересы, во-вторых, нет желания, скажем так, заниматься этой вознёй. Смотрите, замкнутый круг, я вот еще раз повторяю, это замкнутый круг, и чтобы его разорвать, все-таки нужна добрая воля, скажем так, группы, не моя добрая воля там, или антимонопольная служба, а все-таки какой-то группы, которая будет все-таки возьмет на себя ответственность за понимание, правильное понимание проблемы бизнеса, проблемы взаимоотношений власти и бизнеса, и выработать какой-то механизм, комплексный механизм, который все-таки вытащит нас из этой трясины, если честно. Вот она и есть трясина. Вот для меня, скажем так, сегодня заниматься бизнесом в нашей республике, это на грани, я не знаю, там, каких-то экстремальных таких этих развлечений, можно сказать. Потому что я уже, насколько я оптимист, скажем так, в том, чтобы
решать проблемы и привык их решать. И получалось так, что из-за того, что я все время занимался решением каких-то проблем, периодически мне приходилось участвовать в каких-то деловых сообществах, тоже Ассоциация молодых предпринимателей, Опора России. И вот ребята все время, как бы, коллеги просят там подключаться, давать советы. Ну, вот, понимаете, я уже дошел до отчаяния, что мне уже, честно говоря, уже неинтересно здесь, в этой республике работать. Просто интересно. Потому что те усилия, которые я сегодня трачу здесь, я вот выехал где-то, наверное, там от них мне 20% и тот же успех у меня был бы. Понимаете? Это уже малый бизнес, тот, которого вы сегодня не видите, в основном он находится в очень плачевном состоянии. Вы его не видите просто-напросто. Даже если вы его видите, ну, у вас как бы есть формальная сторона, в которой, если он официально не обращается, то, конечно, это не ваша проблема. Но вы поймите, сегодня вы все-таки вам надо идти, скажем так, людям и как-то, если где-то надо, прикрывать их. Я понимаю вот тот случай, который, допустим, привел руководитель антимонопольной службы, когда было дело доведено до суда, и суд закончился тем, что истец, да, отказался от своих слов. Ну, понимаете, вот двояко, да, договорился, да, может, и договорился. А что еще может быть? Вполне возможно, где-то так на хвост, как говорится, наступили так сильно, что с удовольствием отказался. То есть тут, опять же, вот этот круг, вот он такой у нас. Сегодня я периодически сталкиваюсь с этими проблемами, что мне тоже приходится, скажем так, где-то просто говорить: все, ладно, забыли про это. Ну, вот сейчас думайте, что нам делать сообща с предпринимателями, с властью. Давайте предлагайте более реальный механизм. Я понимаю, формально законы, да. Вот удивительное дело, если честно. Вот я вот за этот год 3 раза, точнее в 3 государствах зарубежья побывал и изучал, скажем так, проблемы малого бизнеса, микробизнеса, ну, где-то взаимоотношения с властью. Я был в Стамбуле, встречался с деловыми сообществами, был в Германии, встречался с деловыми сообществами, даже с структурами муниципальных властей встречался. И буквально недавно был в Испании, опять же встречался с предпринимателем, ну, и с деловыми сообществами, с государственным органом не получилось. Я не знаю, если честно, ну, ничего необычного. Там нет ничего того, чего у нас нету. Я вас уверяю, точно такие же законы, точно такие же, скажем так, возможности и финансовые, скажем так, ну нету ничего необычного. В Европе не делают того, чего здесь нельзя было бы сделать. Ну, я так понимаю, вывод только один. Люди, кто это делает и как они это делают. Я немножко ваше внимание задерживаю, я просто тоже коротко пример приведу того, какое отношение было. Когда я спросил, я говорю, вот на входе предприниматель подает заявку на получение гранта, и вы дали ему грант, и на выходе не получился у человека. Как вы к этому относитесь? Они говорят: вы знаете, если на входе, говорит, мы его пропустили, говорит, значит, к нему вообще вопросов нету. Значит, были объективные причины, по которым он не смог, скажем так, выдержать отношения. Да? Второй момент. Я говорю, и как, я говорю, любого пришедшего вы рассматриваете, кому вы отказываете? Вы знаете, говорит, если человек пришел и говорит: я вот хочу открыть бизнес в области медицины, например, какую-то разработку, там, хочет сделать какой-то аппарат, запустить серию или еще что-то. По бизнес-плану мы видим, говорит, все вроде правильно, но вот человеку понимания нет. Наш консультант определяет, что он не совсем, скажем так, правильно понимает, куда он лезет, допустим, да, это грубо говоря. Но мы здесь, говорит, мы ему не отказываем никогда. Мы, говорит, все-таки пытаемся его понять, все-таки, если его разработку идет уклон более, скажем так, сельское хозяйство, условно, да, там у него есть склонности к какому-то бизнесу, мы его спрашиваем, откуда ты, ну, он приехал из села, допустим, да, с какого-то там, в Германии где-то. И мы говорим: давайте мы вам дадим консультанта по сельскому хозяйству, может, вы с ним общий язык найдете, и все-таки у нас, говорит, большое желание, чтобы вам помочь и скажем так, не отклонять ваши заявки. Ну, в общем, просто государство делает все, чтобы человек не ушел от них, потому что они его втягивают. А я не говорю о том, что когда они рассказывали про то, как они борются за предпринимателя между Гамбургом и Берлином. То есть они, вот этот реальный механизм, как они ему пытаются что-то предложить, чтобы он оттуда сюда переехал, а эти, чтобы он отсюда туда переехал. То есть вот это рынок, вот это взаимоотношения между властью и бизнесом.
Зачем вам это надо? Все очень просто. Они платят налоги. И на этом, скажем так. Мы понимаем, что наша республика, она датируемая. Мы понимаем, что основная часть чиновников понимает, что бизнес как таковой не делает погоду для них. То есть их работа, эффективность их работы мало, скажем так, говорит о том, насколько здесь налогооблагаемая база развивается. Мы хорошо понимаем. Еще раз повторяю, это мое субъективное мнение. Я сейчас не ссылаюсь ни на какие там статистические данные. Это субъективное мнение основано на постоянном взаимодействии с такими же коллегами, как и я, малый бизнес, микробизнес. Я уже не говорю за средний бизнес, крупного бизнеса, в принципе, у нас вообще нету его, если так говорить, как бы формально. Конечно, вот тот же самый средний бизнес, о котором мы сегодня здесь можем говорить, вот, выезжаешь за пределы республики, общаешься с коллегами, аж стыдно становится, что ты вообще там представитель малого бизнеса, себя назвать не стыдно бывает. Я вообще там даже в микробизнес не гожусь по сравнению с ними. Я не знаю, это, я не говорю, что это крик такого отчаяния, но это уже, вы должны уже как более глубже, скажем так, взглянуть на эту проблему без формализма и все-таки начать что-то делать для того, чтобы бизнес начал оживать. Когда я вот на последнем совещании правительства по малому бизнесу озвучил такое мнение, мне сказали, что у нас вроде бы так смотришь, инвестиционно все привлекательно, у нас еще крупный бизнес заходит, там еще что-то, я не знаю. На нашем уровне ничего хорошего не происходит. На нашем уровне каждый день выключают свет. На нашем уровне вчера вот буквально был детский корпоратив у меня лично в кафе, в котором с детского садика дети приехали свой выпускной вечер провести. И из 2 часов они буквально 20 минут провели в электричестве. Что еще? Вот наша проблема. Спасибо Магомеду Музафтанову за его, может, эмоциональное, но оно правильное выступление. Он говорит по делу. Потому что накипело, действительно, проблем очень много, но в одном я с ним не согласен. Никто с Испании, Германии, Турции сюда не приедет, чтобы что-то исправлять. Исправлять надо нам. И в целом собака зарыта не в нашей республике. Это неправда, что в другом месте там расследование. Нет, я прекрасно знаю ситуацию по другим регионам. Могу вам даже показать те проблемы, которые озвучены бизнес-сообществом других регионов. Они практически совпадают с теми, что мы говорим, то, что представили. Я могу принести этот журнал, показать это самое, альбом показать вам. Примерно везде одна и та же ситуация. Недавно где-то, да, конечно, где-то месяца 1,5 назад, когда проходило совещание последнее, когда выясняли отношения 2 чиновника, помнишь, тогда глава сказал, вот если бы с вас, чиновником муниципальным и другим, правительство сказал, если бы с вас также спрашивали, как с меня, то ситуация была бы другая. Проблема в том, что правительство Российской Федерации не спрашивает с правительства Республики Ингушетия, а правительство Республики Ингушетия не спрашивает с муниципальных образований, не спрашивает. Сколько у нас появилось